От имени и по поручению всего Союза писателей России, сопредседателем которого я являюсь, от имени и по поручению председателя исполкома Международного сообщества писательских союзов Переверзева Ивана Ивановича и от всех писателей России, если проще говоря, я сегодня поздравляю своего ровесника Рената Сафича Мухамадиева с 70-летием. Это такая хорошая дата, дожить до которой, в общем-то, лично я и не мечтал, но это случилось, слава Богу, и наряду со всеми прочими причинами это сегодня для меня тоже праздник, что со мною рядом такие богатыри, что я не один такой седой. Поэтому прими, Ренат Сафич, самые добрые поздравления, пожелания. И еще скажу всем, кто не знает. Ренат Сафич в хорошем смысле, в том смысле, как говорили про Минина и Пожарского, гражданин. Как высоко звучало это слово раньше. А теперь, говорят, гражданин, подвиньтесь, да? Но это ярчайший представитель гражданского общества. Ренат Сафич, ты настоящий образец подтянутости, острого ума, готовности вступить в бой не как шашкой наголо, а осмысленно, одухотворенно. Недаром человек был заместителем председателя исполкома Международного сообщества писательских союзов, а в это время председателем его был Сергей Владимирович Михалков. Мне тоже посчастливилось быть только не... Я просто был его замом и генеральным директором и первым секретарем последние годы жизни. Но сколько совпадений, и 70 лет, и оба мы рука об руку с Михалковым шли, и оба чем могли, помогали в трудные времена, в труднейшие времена для писателей своему лидеру, а он помогал нам. Но на этом совпадения не кончаются. Ты заслуженный работник культуры Татарстана, ты заслуженный работник культуры Российской Федерации. И от такого же называется слышу. Я тоже заслуженный работник культуры Российской Федерации. И далее идет Республики Ингушетия, и далее Чеченской Республики. Это все не даром, все не случайно. И все потому, что мы интернационалисты. Я родился в Семипалатинске на улице Школьной. И на моей улице Школьной проживали русские, украинцы, крымские татары, сосланные в Великую Отечественную войну, чеченцы, ингуши и еще ряд народностей нашего великого бывшего Советского Союза. Нашу футбольную команду можно было бы смело называть «Интер». Мы выигрывали все состязания, мы были лучшими спортсменами, и мы были самыми, может быть, ну не отличниками, но самыми боевыми и в учебе, и все лучшие девушки в школе были наши, и на танцплощадке тоже. Вот, когда я гляжу на тебя, великий наш академик сейчас сказал про спортсменов, про ученых, про наших выдающихся мыслителей, министров и прочих людей. Вот в тебе сливается образ воедино, но ты еще при этом писатель. И что
мы думали, хорошо подумали, прежде чем это сделать, что сегодня к лицу такому общественному деятелю, писателю, представителю, ярчайшему представителю гражданского общества. Здесь еще скажут и о газете, здесь еще скажут, кто был председателем Союза писателей Татарстана 10 лет, это не шутка. И кто был директором книжного издательства в Казани. Это все Ренат Сафиевич. За заслуги правления Московской городской организации Союза писателей России награждает своего члена организации и члена Союза писателей России Рената Сафиевича Мухамадиева большой наградой. Она называется «Литературный Олимп». И представляет собой медаль, ни в чем не уступающая Рио-де-Жанейрскую, сделана из отличного металла, доблестного. Пусть она просияет. От 3000 московских писателей, от 8000 писателей Союза писателей России, от этого зала, который любит тебя, народ. Мы тебя поздравляем, желаем здоровья, 70 лет здоровья, если не идет, постараемся. Спасибо, огромное спасибо. А то скажут самозванец. Ренат Сафиевич, очень много и людей, и коллектив, которые хотят сегодня поздравить вас. Я поэтому сейчас сцену предоставляю коллективу Татарского культурного центра. Это вам известный прекрасный танцевальный ансамбль Татарского культурного центра, который называется «Ильдан», руководитель, заслуженный работник культуры Республики Татарстан Радиф Ябаев. Смотрите, пожалуйста, молодежный танец «Яшляр Бирен».
Спасибо. Спасибо. Так, нам на сцену стремиться. Коллектив. Сейчас на сцене коллектив национальной культурной автономии города Москвы во главе с председателем автономии Фарисовым и от Совета муфтиев еще, и директор Татарской культурной автономии Анвар Умарович Хусейнов. Встречайте, пожалуйста. Исәмсіз хөрмәтле дуслар, қанқырдышларым, милләттәшләр, барыгызны чын күңелдән сәламлыйм. Хөрмәтле Ринат Сафиевич, сезне туган көнегез белән ихластан тәбрик итәбез. Нык сәламлык, иминлек, гаилә бәхете. Ике дөньябызда да Аллаһ рәхмәтле сезгә булсын. Сезнең игелекле эшләрегезне без күрдек, күрәбез һәм күреп тәеп яшәрбез. Телектә калабыз. Кыйлыгым өчен гафу итмә. Тик кирәклек кенә миңа рус теленә күчәргә мәҗбүр итә, чөнки безнең арабызда бик күп башка милләт кунаклары да бар. Я перехожу на русский для наших гостей, так как для татар гость – это подарок Всевышнего. Ринат Сафиевич, я в первую очередь хотел бы не от культурной национальной автономии, а от муфтия шейха Равиля Бейнуддина преподнести вам подарок к юбилею, и он мне сказал, чтобы передать вам частицу нашей веры, которая должна висеть у вас дома. Это Медина, а это наш ленинградский янтарь. Муфти шейх Равиль Бейнуддин просил личный передать, но сейчас во Франции находится. Поэтому это вам. Я еще добавлю чуть попозже слова, так как от культурно-национальной автономии вас поздравит наш бессменный лидер. Да, дорогие друзья, очень приятно стоять на этой сцене и говорить теплые слова нашему другу, такому уважаемому человеку, как Ринат Сайфиевич Мухамадиев. Последние годы его жизни проходят у нас на виду, а в его деятельности в эти годы можно говорить только в превосходных степенях. Вы знаете, на какой уровень вышла наша федеральная газета, которую мы и московской считаем, «Татарский мир», и все мы ее с большим нетерпением ждем каждый месяц и с большим удовольствием читаем публикации, которые раскрывают нам те новости, происходящие в Российской Федерации, которые нас интересуют. Хотелось бы от имени татарской общественности Москвы поблагодарить вас и вручить вот этот адрес, где мы написали то, что о вас думаем, и вручить этот замечательный букет. И еще хотелось бы, все-таки юбилей – это подведение каких-то итогов. А итогов у Рината Сафиевича, мне кажется, хватит не на одного человека. И много о нем сегодня говорилось и будет говориться. Наверное, вот то, что мне близко, я хотел бы сказать. Я в прошлом занимался спортом, и вот в разговорах с Ринатом Сафиевичем он рассказывал о своей богатой спортивной карьере. Он, оказывается, и борец, и футболист, и многое другое. И более того, он достигал значительных успехов в этих, можно сказать, что и борьба, и футбол – это татарские виды спорта. Еще хотел бы сказать, привести такой, вам напомнить о таком известном факте из его биографии. Будучи депутатом Верховного Совета Российской Федерации, Ринат Сафиевич, помните, конкурировал с 6 депутатами на пост, и когда он выдвигался на пост председателя Верховного Совета Российской Федерации, буквально несколько голосов он проиграл Хасбулатову Руслану Имрановичу. А то в его лице мы могли с вами иметь председателя Верховного Совета Российской Федерации. Был такой факт в его жизни. Но жизнь показала, что может быть и правильно, что он не стал председателем. Так что богатое прошлое – это, наверное, и заявка на богатое будущее. Мы, все присутствующие в этом зале, абсолютно убеждены
ваш неузрядный талант во всех сферах человеческой деятельности еще не раз нас всех порадует. Желаем вам этого от всей души. Ренат. Ренат Сафиевич, но мы вас еще не отпускаем. Я, кажется, узнал, что я здесь не единственный член Союза писателей Чеченской Республики. Я передаю, мы не знаем даже друг друга в лицо, кажется. Но вот от них вам маленькое такое сцена. Когда нам 10, нам казалось, что жить осталось долго впереди.